Дошел до того места, где я заходил в лес, вот. И там круг по тайге сделал. И после меня, вон, бураница. Оказывается, вот еще сейчас шел по буранице, и после меня, как я зашел в тайгу, поднялись рыбаки, о ком я говорил. Это поднялись выше, где-то на 70 километров, наверное, до их избушки. Ну, груженные, видимо, несколько человек или несколько буранов даже. Обычно они, большая компания у них, всегда по несколько человек поднимается. И сразу после них, наверное, немножко снежок пошел, и я засомневался. Что-то свежее, не свежее, а оказывается свежая бураница. Ну, я уже тут рядом почти дошел до своей избушки. Сейчас немножко отдохнем и на рыбалку. Еще времени вагон у меня. Спешить некуда. Целый день у меня впереди. Я думал, еще больше буду ходить на лыжах, а толку нету. В лесу тишина. Интересно, когда следы вот видишь там, смотришь или кого-то заснять удастся. Хотел рябчика поснимать, и то ничего не вышло. Вот не знаю, где потом рыбачить. Или вон сейчас в середине, вот там островок, и там яма хорошая. Или до туда подняться от избушки, или наоборот ниже от избушки, но там глубина хорошая тоже. Глубина и песок. Вот сейчас вот я все время шел и думал, куда мне, в какую сторону. Не знаю. Сейчас подумаем, в избушке хорошенько отдохнем. Печку по-новому придется, наверное, затопить там. Еще уже, наверное, погасло. Чай сварить надо. Свежий чай попить. И под каждую зиму все одно и то же. Думаю, почему я не наварил железную печку. Надо варить железную печку сварочным. И железная печка вот на таких проходных избушках быстрее нагревается изба. И экономку сделать, там закроешь, когда в тайгу выходишь, накидаешь дров и плотно закроешь, пусть тлеет там дрова, и жар остается. Почти как кирпичная печка тоже. Если с ночевкой, конечно, кирпич лучше. А я здесь бураном заехал, они после меня поднялись. Но я немножко такой гул слышал, тоже непонятно, или самолет, или буран. Все-таки оказался буран. Все. Буран едет нормально сейчас. Если по тайге не спеша. И главное не груженным. Если груз набрать, сани все сядешь сразу. На гору не поднимется, не потащит. Если по ровному месту еще средним газом спокойно так поедет, а если подъем, сразу забурится, там он не подтянет, не потащит сани. Вот такие горки. Вот такие горки уже не поднимется. Лучше первый раз, когда едешь по целине, налегке надо ехать. Налегке или на двух буранах. На двух буранах еще лучше. Один пробивает дорогу, а второй санями тащит, сзади едет. Было дело так тоже на двух буранах.
Пару лет назад мы ездили в феврале. Да. Блин, что там? Сорока. Ну, сорока. Я думаю, что-то... Блин, пальцы мерзнут. Сорока. Видите, как удобно. Засомневался, приблизил, посмотрел. Вообще класс. И на охоте идеальный вариант. Еще сюда надо встроенный дальнометр. И вот, скажем, 40, вот сколько метров до туда. Посмотрел. Хотя бы 150, чтобы мог определить дальнометр. Для мелкашки это нормальное расстояние. С мелкашкой еще можно добыть со 120 метров боровой дичь. Хоть глухаря завалит, если попадет в нужную точку. А если нет, так и хоть с карабина бей, бесполезно. Такс. Блин, пальцы замерзли. Да, прохладно становится. Вон глисты. Гляст. Идем. Сидит, поет. Шишек много в этом году. Только балдей. Сейчас уже выводки, наверное, у них в январе обычно они гнездо делают. Плодятся или как правильно, блин. Ну, сейчас в январе у них выводки были. Это уже птенцы, может, поют. Блин, пальцы-то замерзли. Избушка теплая, печка почти уже потухла. Вовремя пришли. Сюда закинем еще. Береза, хорошие дрова. Жар дают. Вон какие крупные закинем. Сейчас еще выйду. Вот сюда, наверное. Вот. Нормальный ход. О. Сейчас вообще тепло. Жарко станет. Вот такой. И затопится она сама будет гореть. Тяга есть хорошая. Моментально загорится вон. Угли какие. Красиво. И вот я набирал снег в ведро. Сейчас покажу, сколько у меня воды получилось. Вон где-то литра 3, наверное. Или может 2 литра. Нет, 3 литра точно будет. Вот где-то вот до сюда вода. Я снег набирал полное ведро, потом пока там чай пил, ел, там чуть-чуть уже осел снег. Или там, меньше стало, я добавлял еще по второму разу. И вот в чайник сейчас уже перелью, и в чайнике вода закипит, и будем пить чай. Это дистиллированная вода из снега. Видел? Буквально за 2 секунды уже печка уже загорелась там. Все горит, дрова горят. Все, печка топится. Отлично. Мы продолжаем. Вон какая изба у меня. Все висит. Сейчас целую зиму не приезжал с ноября. Там для них ничего такого. Вот макарон висит у меня сюда. Они не залезут. И там еще продукты висят. А в основном продукты в ящике. Им сюда не добраться. И вообще мышиных следов я что-то и не видел. Наверное, нету их. Бардак, не удивляйтесь. Это ничего страшного. Штаны раздел тут пока. То слишком
потеешь, слишком, если слишком сильно одеться. Сейчас уже буду отдыхать. Сейчас светло, а утром приехали, когда еще темно было, а сейчас видите, как еще светло. О, отлично загорелся. Дрова горят. Ну, сухие дрова, они быстро. Там еще угли были. Все, будем пить чай, готовиться к рыбалке. Аккумулятор немножко разрядился, там 1 или 2 шкалы. Ну, сейчас холодно, все время на морозе камера была. И начал заряжать от пауэрбанка. И вот смотрим. Блин, вон видно, как 3 шкалы еще есть. О, 3 шкалы. 1 шкала вот потухла, и 3 еще горят. Я от этого пауэрбанка уже снимал так вот, когда на рыбалке был, подсоединял, снимал пару часов. После этого заряжал 2 раза этот аккумулятор полностью. И у меня зарядка от пауэрбанка ушла только 1 шкала. О, 10 тысяч миллиампер. Ништяк. Я думаю, надолго хватит он. На зарядке 5-то уж точно хватит. Будем смотреть. Ну, все новое, может и пока новое дольше зарядку держит. Посмотрим. Сейчас перельем и надеюсь, там за минут 15-то уж точно чай закипит. Где-то вот чайника, наверное, больше половины воды набралось. Все. Будем ждать, пока закипит. Будем пить чай горячий. Вкусный горячий чай. Таежный. Вот такой патронтаж. 8 патронов. Вот так хватает. Не надо таскать, блядь, 24 или еще больше. 8. И можно даже, скажем, 4 патрона в карман взял и хватит. Это когда утиные перелеты, тогда патроны летят. Это выгоднее, когда на боровую дичь охотишься. Все сыро. Запасные такие перчатки, ну не перчатки, а варежки взял. Войлок. Перед двуслойный вот здесь. 2 слоя. Нормально. Мне нравятся такие варежки. Надо сделать железную печку однозначно. Вот, все, лед, везде лед. Вот, без капюшона вообще беда. С капюшоном, конечно, лучше. И капюшон я, не знаю, видно, не видно. Капюшон я шил из нетканки. И надо другой материал что-то придумать. Нетканка как-то подходит все время, нитки, и они, ну... Вот и чай поспел. Угу, все кипит. О, видели? Это значит береза в печке. Плита красная. О, хоть длины печь можно здесь. Такой жар большой. И один минус от проходной избушки, вот такая кирпичная печка. Жар только вот сейчас от этой плиты идет, а кирпич еще, все кирпичи еще холодные. Пока нагреется, тут полтора кирпича толщина стены. Ну, кирпич, ну, у печки. Вот так, где-то, да, 1,5
1,5 кирпича корпус у этой печки. Железную печку там затопишь, и вся печка у тебя, от всей печки моментально жар будет идти. А сейчас только вот, видишь, вот с этой стороны только вот жар идет и все. Ну, конечно, если с ночевкой кирпич нагреется и всю ночь можешь спать, не вставать. Жар будет давать на всю ночь. И посмотрим. Надеюсь, в это лето уже что-нибудь, да, какая-то перестройка здесь будет. Надо уже как-то переделать эту печку. Надо новую печку железную сюда. Посмотрим. Посмотрим, мечтать не вредно. Красиво. Закинул там 4 полена и вон, жар такой. Береза, отличная дрова. Береза, и мне нравится еще елка. Елка тоже жар дает. И с шумом так горит, он стреляет. Вообще круто. Вон нам надо здесь где-то спуститься. Не знаю, какой спуск тут. Утонешь, не утонешь, снегу тут. Вообще задница, вообще сколько снега тут. Непонятно какой берег. Здесь спуститься и перейти на тот берег. Там песок. Такой, я не знаю. И от этого песка там тоже тихое место и глубокое. Ну, как самый раз для рыбалки. Вот и будем переходить, там пробовать. Буран здесь оставим. Никому не мешаем. Если на вездеходе будут подниматься, на принципе, и там проедут. А я надеюсь, никто не будет подниматься на вездеходе. Только если на буране хоть 2 бурана параллельно вместе поедут, там не мешается. Так, все, идем. И вот моя мачете. Такой чехол тоже, вон, видели, тоже сделал из линолеума. Все простенько. Надо бы тоже попробовать, как он работает. Нет. Сейчас левой рукой что-нибудь попробую. Рубит, не рубит хоть. Ну-ка. О, алмаз. Ты смотри, блин. Ну-ка. Опа, видел? Как заяц перекусил. Ништяк. Еще рубит. Если правой рукой еще хорошо. А то с левой непривычно. Вон, смотри. Рубит только в путь. Нормальный ход. Можно и это перерубить сейчас. Руку только поменяю. Ну-ка, попробуем. Здесь толщина, наверное, где-то сколько? 3-4 диаметром. О, блях. Ага. Как-то непривычно. Ага. Рубит верняк. Смотри. Научимся работать мачетой. Вот, смотри как. Перерубает только в путь. О, как лось перекусил. О, нормальный ход. Вот, смотри. Рубит, отлично рубит. Правой рукой, конечно, лучше. И заточка у меня чуть-чуть переточил. Вон, такая мякина получается, видели? О, слишком тонкое лезвие. Но не ломается, но подправить придется. Подправлять еще как придется. Я говорю, я точить не особо так. Ну, смотри. Или слишком мягко, может, я чуть-чуть болгаркой, когда работал, но нагрелся там металл и мягкий стал. Но все равно рубит. Сейчас мы это попробуем. Так. Видели? 2 раза, блядь.
4 диаметром, на больше 4 сантиметра. Нормально работает. Вот так слабые места еще подправим. И вообще как алмаз будет, блядь, будем голову с плеч у любого. Все нормально ход. Могу и это перерубить, что там, это разве дерево оно? Там диаметром сколько? 20 сантиметров. Это не вопрос. Такая мачете, блин. Это шутка. Перерубить. Так, все. Мачете работает. Мачете работает. Еще подправим лезвие. Лезвие надо подправить. Пока я тут балуюсь. Руки начинают мерзнуть. Но быстро нагреемся. Сейчас по снегу, по целине будем. По целине будем ходить. Быстро нагреемся. О, нормально видели, как рубит? Так что полотно от пилы работает. 4-5 сантиметров. 2 раза, если сильный удар сделать. Но для таких уже топор есть. А вот нам главное, чтобы вот такой толщины уже, когда поперек бураницы там лежат, они обвисают под напором снега. Вот в тех случаях только буду применять, рубить мачетой или мачетей. Мачете. Мачете, по-моему, будет мачете. Пускай мачете и будет. Буду я еще правильно говорить, что-то она. Как умею, так и говорю. Вот так. Вот это сюда поставим. И будет такой коридор. Все. Все, иду на рыбалку. Вы не поверите. Я поймал рыбу. Опа! О, смотри. Плотва. В собственном соку. Мелкая, но рыба. Откуда она взялась? Здесь песок. Обычно ельцы тут стоят. А плотва подошла. Где-то минут 15 уже, наверное, просидел. Здесь 2 лунки у меня. Прикормка. И 2 лунка, где я рыбачу. Спустился там. Берег оказался вообще крутой. Не знаю, как я обратно буду там подниматься. Не шевелю, ничего, так подошла, так спокойно начала клевать, тык-тык-тык-тык. Подсечкой, все. И тоже один, вот смотри. Вообще вялая рыба не берет. Здесь-то точно не есть. Здесь, блин, такое тихое место и глубина. Поворот я здесь осенью большими блеснами рыбачил, показывал там тоже. Там уже ниже, вот где вот над пальцем пенек, он там щуку поймал. Щуку поймал на блесну. Этот, как его, блядь, на спиннинг. И во рту у него чуть меньше этой плотвы размером был этот верхоплавка. Верхоплавка, по-другому еще вылетела из головы, как он называется-то вообще. Еще опять перестал. И вот рыба во рту, и еще блесну схватила. Ну, видимо, хороший жор у него был. Попался. Ну, плотва как-то мне не интересная рыба. Ельцы намного лучше. Елец вкусная рыба, в общем, мне нравится. Опять подходила, блин. Промазал. Пока включал камеру. Вон. Опять клюет. Вот смотри, рыба подошла вообще. Ельцы красивые, вон, какой крупный сейчас поймал. Крупный. О, опять поклевал. Он идет хороший.
Блять, застрял, ёб твою мать. Нихуя себе. Ты смотри, какая плотва. Или мык, что за рыба вообще это? Елец, не елец, непонятно что. Крупный, блин. Вообще здоровый. Сейчас вторую лунку, наверное, здесь надо быстренько просверлить. Рыба подошла. Не сразу. Пришлось подождать. Это вообще какая-то непонятная рыба. Крупные, да. Это вам не плотва. Плотва это фанера. Ельцы, вон, смотри, как под языки, блядь. Процесс пошел. Долго ждать приходится, но нет, да. Сейчас вот одновременно два крупных поймал, двоих. Крупные ельцы. Надо обычный крючок еще, наверное, или 2 лунки еще сделать. За палаткой сбегать. Посидеть еще. Хотел еще чуть повыше подняться. Толк, наверное, нету. Лучше уж здесь посидим. Блин, так сопротивлялся. И сразу там белый и красный опарыш я зацепил на крючок. Здесь глубоко, конечно, они есть, и эти рыбы. Здесь может и большая стайка тоже держится в том месте, но не знаешь, когда они берут. Начнешь снимать, и клев тоже прекращается. Как уберешь камеру более-менее так. О, подошла опять. Опять клюнула, клюет потихоньку. Это опять крупная, видимо. Ах, поспешил, Олег. Куда ты спешишь, ёпты? Ну-ка на игру интересно, как там. Нет, на игру они не очень так. Правой рукой держу камеру, и когда клюет, левой подчекаю, и я не левша, неудобно, непривычно как-то. Какая-то доля секунды вот для подсечки его, чтобы правильно там дернуть, чтобы подсеклась рыба. Я сейчас, наверное, пока выключу и еще... вон, подошла опять, вот. Твою дивизию. Что ты будешь делать, блядь? Ох ты, ёпта. Ты смотри. Это, наверное, мелко. Дай. Ну-ка, подожди. Что ты будешь делать? Ага. Ага, есть. Мелкая, я и говорил. Ну вот, елец. Ну-ка сам. Ай, блин. Мелочь. Но приятно. Мелочь, но приятно. Конечно, летом такие не берем. Но зимой. Зимой-то она самая вкусная. Хоть и мелкая. Так. Бля, еще путается. Я говорю вам, как-то неудобно одной рукой все делать. Тарарай. Тарарай. Так. Так. Надо 2 удочки. Че я торможу, надо? Быстрее надо 2-ю удочку. Может быть, на обычный крючок лучше будет брать. Все, наверное, я пока выключу и просверлю 2-ю лунку.
А дальше опять включимся. Может еще удастся поймать кого-нибудь. Но рыба подошла, это точно.